ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинская школа здоровья для людей пожилого возраста продолжает работу. Новая акция в рамках этого начинания состоялась в стенах медицинского колледжа. Участников школы, а это порядка 70 человек, пригласили на плановый осмотр параметров здоровья. Как и в обычной больнице, мужчинам и женщинам провели нехитрые процедуры. С той лишь разницей, что здесь очереди поменьше, а в роли медбратьев и сестер – воспитанники колледжа. Для любого студента вообще-то это опыт хороший, потому что все равно дальше планируем работать по специальности, помогаем в организации такого важного мероприятия для города. Пришедшим в нескольких кабинетах измерили пульс, давление, емкость легких и рост-вес. Тут же обязательный забор крови на сахар. Все эти данные собирают не впустую. Цифры заносятся в специальную карту, аналог больничной информации о пациенте. Правда, здесь карта нужна для самого человека и остается у него на руках. Она позволяет самостоятельно следить за параметрами своего состояния и его динамикой. Мы здесь продумали дневник для наших пациентов самоконтроля артериального давления, чтобы они уже могли обращаться на прием к участковому специалисту с дневничком. То есть это облегчит работу участкового специалиста. Также пожалуйста, различные показатели мы сюда внесли, которые измеряем у нас. И есть рекомендации по здоровому образу жизни. Карта выдается на 2 года. В случае тревожных показателей человеку сообщают и рекомендуют обратиться к лечащему врачу. Впрочем, чтобы до этого не доводить, для учеников школы здоровья регулярно проводят лекции и мастер-классы. Например, сегодня поговорили о точечном массаже, уходе за кожей и фитнесе в пожилом возрасте. В качестве дополнения смородиновый чай или не менее вкусный с лимоном. Все-таки для забора крови люди пришли не позавтракав. Следующие занятия в рамках школы здоровья состоятся в 20-х числах февраля. Напомним, проект работает на территории муниципалитета с 2017 года.